ачығым, шунды бақарым, көрішкенде. Мераба, Айше. О, Рүшен, селям. Сен хайдау или ашықасың? Мен мебель текенini қыдырам. Я сен бұл ерде не япасың? Мен университетте қайтам. Я мебель тюканы сана неге керек? Evimizde tamir etemiz. Onun için anam bana yanı divan bakmağa ilca etti. Ладно, давай зайдем в мебельную, а то на улице совсем зима. Yaxşı. Айша, я так и не понял, что у тебя случилось с диваном и что означают слова «тамир», «риджа» и «тмек». Тамир – ремонт, риджа – etmek – попросить. От слова риджа – просьба. То есть у тебя дома ремонт, и мама попросила тебя присмотреть новый диван? Evet, eski divanını dönüştürmek керек. O pek katı oldu. Нужно поменять старый диван. Он стал очень жестким. Yanı yumuşak soyunu almak istейміз. Хотим взять новый, мягкий. То есть янны и эске – это новый и старый, и хатты и ямшах – это твердый и мягкий? Evet. Айша, тебе не кажется, что нам давно пора поговорить о свойствах и качествах? Мен разым. Я согласна. Селям алейкум, сайгылы достларым. Пока Айша и Рушен занялись мебелью, давайте проверим, как вы выполнили домашнее задание. Первое задание – бырынжи вазифе. Переведите на русский язык. Мен теклиф еттім. Я предложил, я предложила. О чапып келді. Он прибежал. Сен жауап бердің. Ты ответил. Біз ярдым еттік. Мы помогли. Сіз давет еттіңіз. Вы пригласили. Олар киіп бақтылар. Они примерили. Сен барып келдің. Ты сходил. Біз чапып келдік. Мы прибежали. Мен тешеккүр етем. Я благодарю. Эдем шақа етті. Эдем пошутил. Олар селям берділер. Они поздоровались. Біз ел бердік. Мы дали дорогу. Сен yanlış яптың. Ты совершил ошибку. Біз алып келдік. Мы принесли. Второе задание. Экінжи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык. Мен әр вақыт анама ярдым етем. Эдем мені киноға давет етті. Студентлер вазифені язып алмақ кереклер. Эльмаз яңы антерны киіп бақа. Eycanlanmaq gerekmi, canınız ağırtmasın. Mektup alıp Osman тынчыланды. Егер вақыт olsa, о сізге жауап бережек. Учинжи вазифе. Третье задание. Найдите в крымско-татарском словаре и запишите. Успех, мувафакиет. Переживание, кайгы, касевет. Улыбка, тебессюм. Восхищение, айрет. Восхищаться, айретленмек. Любовь, севга. Любить, севмек. Ненависть, нефрет, ненавидеть, нефретленмек, сочувствие, дуйгудашлык, безнадежность, үмітсізлік, стыд, утанч, утанув, примирение, барышув, муабетләшме, удивление, шашув, удивляться, шашмак, шашып қалмақ. Айша, я тебя прошу, давай быстрее определимся с выбором этого дивана, а? Бу пек юксек, бу иси алчак. Так, юксек – это высокий, алчак – это низкий, а исе – это союз А. Верно? Хорошо, Айша, какого цвета ты вообще хочешь себе диван? Я не знаю, светлый, темный? Мен қою түсте істеймін. Ачық түсте істеймін. Не хочу темный, хочу светлого цвета. Так. Вот как этот. Хорошо, то есть хою темный, а чих тюз светлый цвет. Правильно? Ну давай дальше пройдем, может там еще что-то будет. Да, пойдем. Бу пек узун. Бу қысқа. Может хотя бы он? Ого, бу палыдыр. Мен үжүжджа істейм. Айша, тебе не кажется, что ты немножечко увлеклась? Может, хотя бы объяснишь, о чем ты говоришь? Хорошо. Узун, длинный, қысқа, короткий, палы, дорогой, уджуз, дешевый, недорогой. Так, узун длинный, хасха короткий, палы дорогой, уджуз дешевый.
правильно? Кстати, а ты заметила, что сегодня все новые для меня слова на родном языке — это антонимы, противоположные друг другу по значению. Ты знаешь, так намного проще запоминать. Давай ты и дальше расскажешь мне о качествах предметов или человека, как раз при помощи антонимов. Яхшы фикр. Хорошая мысль, идея. Так, яхшы фикр. Хорошая идея. А я знаю антоним слова яхшы. Получается, плохая идея на крымско-татарском ярамый фикр. Мне нравится ваша идея, но давайте перейдем к новой теме. Вы уже знаете, с помощью каких аффиксов изменяются по лицам и числам личные местоимения. И пора узнать, как они склоняются по падежам, что очень пригодится вам в разговорной практике. Итак, давайте посмотрим на таблицу склонения личных местоимений. Единственное число. Именительный падеж. Кым, мен, сен, о. Родительный падеж. Кымның, менның, сенның, онның. Дательно-направительный падеж. Кымге, маңа, саңа, оңа. Винительный падеж. Кымны, мені, сені, оны. Местный падеж. Кымде, менде, сенде, онда. Исходный падеж. Кымден, менден, сенден, ондан. Множественное число. Именительный падеж. Кым, біз, сіз, олар. Родительный падеж. Кымның, бізім, сізің, оларның. Дательно-направительный падеж. Кымге, бізге, сізге, оларға. Винительный падеж. Кымны, бізні, сізні, оларны. Местный падеж. Кымде, бізде, сізде, оларда. Исходный падеж. Кымден, бізден, сізден, олардан. Переведи на крымско-татарский язык. У меня сегодня хорошее настроение, а у него грустное. Грустный кедерли. Так, бугунь менің кейфім яхшы, оның есе кедерлидер. Мы получили от вас письмо и ждем вас в гости. Біз сізден мектеп алдық, ве сізні мұсафирлікке беклейміз. От кого и кому они идут? Кимден ве кимге олар кетелер, верно? Хорошо, Аша, давай сейчас найду в словаре одно слово, составлю предложение, а ты его переведешь на русский. Хорошо. Так, сенің вазифилеран, мены бездарды. Не. Тебе надоели мои задания? Но ведь они для тебя очень полезны. Кстати, полезный файдалы. От слова файда – польза. А как будет вредный? Это не про тебя, это в общем. Вредный в смысле не полезный. Зарарлы. От слова зарар – вред. Зарар, зарарлы, вред, вредный. Файда, файдалы, польза, полезный. Я знаю, как по-крымско-татарски будет красивый, дюльбер. А как будет некрасивый? Некрасивый – чиркан. Будиван дюльберма? Йок, чиркан. Дюльбер дегель. Что еще за дегель? Сейчас я тебе это объясню, Рушен, но напомню, что вы уже знаете, как образовывать отрицательную форму глаголов и имен. Во-первых, отрицательная форма глаголов образуется при помощи аффиксов ма-ме. Например, лафетем – разговариваю, лафетмем – не разговариваю. Во-вторых, при помощи аффиксов сыз-сиз, суз-сюз. Например, бахт – счастье, бахтсыз – несчастный, сютлю – молочный, сютсуз – без молока. Но есть еще одна форма с помощью отрицания дегель. Его можно сравнить с частицей «не» в русском языке. Но если «не» ставится перед словом, то дегель всегда ставится после отрицаемого слова. В глагольных конструкциях дегель ставится после модальных глаголов. К примеру, бакмак керек дегель – не нужно смотреть. Это отрицание также употребляется после существительных, прилагательных, наречий и числительных. К примеру, Кирджи дегель – не певец. Ярамай дегель – неплохой, неплохо. Мумкин дегель – нельзя. Беш дегель – не 5. Важное уточнение: в конструкциях, требующих изменения по лицам и числам, личные аффиксы присоединяются к отрицанию дегель. К примеру, мен студентом – я студент. Мен студент дегелем – я не студент. Олар бахтлылар – они счастливы. Олар бахтлы дегеллер – они несчастливы. Сіз беклемек керексіңіз. Вам нужно подождать. Сіз беклемек керек дегілсіңіз. Вам не нужно ждать.
Айше, давай, пока ты не начала свою очередную тренировку, расскажешь мне, как по-крымско-татарски будет легко и тяжело. Здесь необходимо знать контекст. Если имеется в виду вес, то легко янгыль, тяжело агыр. Если же речь идет о простоте или сложности чего-либо, то легко колай, а тяжело кыйын. Буны ахылда тутмах, холай дегельдер. Бу хыендер. Йох, Рушен, бу кыйын дегыль. Давай посмотрим, как с отрицанием дегыль справляются мои друзья. Мен ешіттім, сен ерже олмақ істейсің. Ерже дегил, мен çalgıcı olmak isteyim. Я сен классик музыканен оқырашасың мı? Klasik değil, men halk müzikanı seviyorum. Sen neon tükenға bardın mı? Tükenға değil, bazarға bardым. Bazardan ne almak istedin? Kırmızı biber almak istedim. Son biber tatlıydı mı? Yok, tatlı değil, pek acı çıktı. Sen kешкі нафтаненен ұғырыштың? Достарыммен денізге бардым. Достарың мемнун oldu mu? Мемнюнде келер, авасы ярамайды. Айше, мүмкін олса сурамага истеймі. Сора. Смотри, когда ты мне рассказывала, что хочешь взять себе новый диван, ты сказала так. Эски диван, яны диван. Получается, старый человек на крымско-татарском будет эски инсан? Йок, бу добрый дегыль. Если мы говорим о человеке, то нужно употребить слово карт. Карт Адам, карт инсан, старый человек, старик. То есть, дословно, с крымско-татарского «моя бабушка» Хартанам будет переводиться как «моя старая мама». Угу. Молодой человек, яш Адам или просто яш, пожилой эсле. Мен эсли дегилем, мен яшым. Эбет. Акылы олсан да пек яхшы олырды. Не? Мен ахлы дегилем? Акыллысың, амма ана тілні яхшы білсен, да акыллыжа олырсың. И на этой оптимистичной ноте мы закончим урок, и я задам вам домашнее задание. Бырынчы вазифе. Первое задание. Переведите на крымско-татарский язык. Экинчи вазифе. Второе задание. Найдите в крымско-татарском словаре и запишите. Учинчи вазифе. Третье задание. Придайте словосочетаниям отрицательное значение с помощью слова «дегыль». Сіздің луғатыңыз баш словарь.